Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Главы МИД Туркменистана и Турции провели телефонный разговор. В России пройдет цикл мероприятий в честь 300-летия Махтумкули, первая победа Аркадага в 2024 году и другие новости. Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Туркменистана и Турции. Главы внешнеполитических ведомств Рашид Миредов и Хакан Фидан обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем государственном уровне и возможности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено политическому, экономическому и торговому взаимодействию двух стран. Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в Туркменистане совместно с партнерами планирует запустить в эксплуатацию первый сухогруз уже через 14 месяцев после начала работ. Такие оптимальные сроки судостроения являются одним из самых коротких в регионе, заявил заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев в ходе форума инвесторов Global Gateway в Брюсселе. Организационный комитет 8-го Московского международного фестиваля искусств «Звуки Дутара» подготовил серию мероприятий, посвященных празднованию 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Ифраги. В рамках празднования пройдут международный литературный конкурс чтецов «Вселенное слово», художественный конкурс иллюстраций к стихам Махтумкули «Отражение», а также конкурс композиторов и конкурс проектов, посвященных творчеству поэта. Завершит череду событий международная научно-практическая конференция Махтумкули и его роль в мировой культуре и гала-концерт с монооперой «Монологи Махтумкули Ифраги». Цикл мероприятий продлится в течение всего года. Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади проведет вторую олимпиаду по английскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних школ Туркменистана. Цель интеллектуального состязания – укрепление и совершенствование теоретических и практических знаний школьников, а также повышение их интереса к изучению английского языка. Олимпиада пройдет дистанционно. Заявки со списком учеников, желающих принять участие в состязаниях, принимаются до 24 февраля. Россия будет и дальше участвовать в транспортных проектах Туркменистана и других стран в рамках развития международного маршрута «Север-Юг». Такое заявление сделал вице-премьер российского правительства Алексей Аверчук, комментируя повышение значимости транспортного коридора на фоне различных проблем в других трансконтинентальных маршрутах. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге исполнили 9-ю симфонию Бетховена в честь 200-летия мировой премьеры. Впервые 9-я симфония прозвучала в Вене 7 мая 1824 года. Оркестром тогда руководил сам Бетховен. На этот раз дирижировать оркестром доверили турецкому маэстро Джемиджан Делиорману. Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая вращается вокруг звезды Красного Карлика каждые 13,7 часа. Экзопланету под названием Wolf 327b классифицировали как суперземлю со сверхкоротким периодом. Она немного больше и примерно в 2,5 раза массивнее Земли. Футбольный клуб «Аркадаг» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Туркменистана 2024. Игра состоялась в турецкой Анталии, куда команда прибыла на учебно-тренировочный сбор. В поединке против северомакедонского Вардара подопечные главного тренера Владимира Байрамова одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол на счету нападающего Алтымурата Аннадурдыева. Женская сборная Туркменистана по футзалу отправилась на чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации, который пройдет в Душанбе со 2 по 12 февраля. В составе национальной команды 14 футболисток, прошедших подготовку под руководством тренеров Камиля Мингазова и Якуба Авезова. По предварительной информации, матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на таджикских телеканалах. Первый матч национальной команды Туркменистана на турнире состоится 4 февраля против соперниц из Киргизстана. Курбанбердыев принял решение покинуть пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Также отмечается, что 71-летний туркменский специалист продолжит готовить команду к весенней части сезона 2023-2024 до назначения нового главного тренера. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.